Главные события четверга, 21 сентября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. Противовирусные маски, перчатки и ПЦР-тесты. В России вырос спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний. Правительство Якутии окажет помощь семьям погибших якутян в ДТП в Преамурье. Глава республики Айсан Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Обмен опытом и поиск новых возможностей. В Якутске стартовал форум предпринимателей «Мой бизнес-2023». Сухой фонтан и 13-метровая СРГ. В Якутске началась реконструкция площади Ленина. Все работы планируют завершить к лету следующего года. В новый сезон на чемоданах Сахатеатр откроет 118-й сезон гастролями по городам Дальнего Востока. Главы Министерства иностранных дел БРИКС на встрече на полях Генассамблеи ООН выразили полную поддержку председательству России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года. Также министры отметили, что ожидают проведения полноформатной встречи глав МИД стран БРИКС в России в 2024 году. Главы внешнеполитических ведомств также обозначили позиции своих стран по конфликту на Украине. Вокруг нее и с признательностью отметили предложения по посредничеству для урегулирования. В России вырос спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний и медицинские маски. В первой половине сентября покупатели приобрели 3,5 миллионов препаратов для профилактики лечения респираторных вирусных заболеваний. Траты россиян на эту группу препаратов в общей сложности превысили 930 миллионов рублей. Средний чек на лекарства составил около 340 рублей. Маски обходились покупателям примерно в 55 рублей. Спросы на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу существенно не изменились, сохранив в сентябре августовские значения. Оперштаб Минздрава России поручил регионам в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. По словам представителя Минздрава, эпидемическая обстановка в России стабильная, регионам поручено готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ограничительные меры, в том числе масочный режим, в РФ планируется не вводить, если для этого не будет серьезных оснований. Однако в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период. Правительство Якутии окажет помощь семьям 6 пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев в своем телеграм-канале. Цитата: «Автомобиль, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем. Я поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям погибшим. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», сообщил Айсан Николаев. По предварительной информации, водитель легкового транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, совершил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся по полосе встречного движения, а также еще одним грузовым автомобилем. В исправительной колонии номер 7 свое наказание, наряду с другими, отбывает осужденный за совершение преступления экстремистской направленности и террористического характера. Сотрудникам службы исполнения наказания важно исправить каждого, наставить на верный путь. Для того принимаются все необходимые меры. А какие именно, узнавала Марина Захарова. Тяжело убедить тех, кто подвергся психологическим манипуляциям со стороны идеологов и вербовщиков. Такие люди идут на тяжкие преступления и верят в правильность своих действий. Долг государства – обезопасить жизнь своих граждан и помочь оступившимся осознать свои ошибки. Данная категория осужденных является самой сложной в плане исправления, так как у них сложились стойкие убеждения, которые противоречат нашему законодательству. Но задача у наших сотрудников – исправление всех осужденных, и мы, соответственно, для этого принимаем все необходимые меры. Отбывают наказание такие осужденные в отдельных камерах для предотвращения распространения экстремистской идеологии. Покидают их только на час, который они проводят в прогулочных двориках. С ними работают сотрудники воспитательной, оперативной, психологической службы. Также представители религиозных организаций. Все они разъясняют преступную сущность
и общественную опасность терроризма. Осужденным позволяется смотреть видеоматериалы лишь в отведенное время и только новостные и профилактические. Трансляцию ведет студия кабельного телевидения, через нее же показывают и материалы собственного производства. Чтение литературы приветствуется, этому свидетельствует местная библиотека. Все проверено и направлено на содействие скорому исправлению осужденных. Нету запрещенной литературы. У нас в учреждении также поступают списки от оперативных служб, от сотрудников ФСБ, где, получается, определяется список литературы, который запрещен. Проводятся ежеквартальные сверки данной литературы. Также осужденный имеет право получать литературу у нас в бандеролях, посылках, передаче от родственников. Соответственно, тоже при поступлении литературы она поступает в оперотдел, где тоже подвергается цензуре, и только после проверки ее она попадает в учреждение. Осужденный М оставил обучение таможенному делу и покинул родной город Душанбе и направился на заработки в Москву, чтобы обеспечивать своих родителей. Устроился поваром в кондитерской, но поддался влиянию членов идеологической организации. У меня изменения, планы поизменились. У меня появилось намерение выехать за границу в Сирию для участия в боях. Я осознал свою ошибку, понял то, что находился в заблуждении. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Из них 3 года он провел в тюрьме, еще 9 проведет в исправительной колонии. Он искренне сожалеет о содеянном, понимая, что вернуть ничего невозможно ни для себя, ни для родных. А ведь жизнь могла сложиться иначе. Я бы занимался также дальше, работал бы поваром и поддерживал своих родных и близких. И прежде всего поженился бы, приобрел бы детей побольше и жил бы, поддерживал родных, семью свою. На каждого осужденного ведется дневник индивидуально-воспитательной работы. Закрепляются сотрудники оперативной, воспитательной и психологической служб. Каждому осужденному они находят свой подход, который дает результаты и возможность начать новую жизнь. Марина Захарова, Семен Семенов, Табага. Реконструкцию инфраструктуры 5 аэропортов Якутии завершат к 2023 году. Так будут сданы в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Якутска, а также Усниры и Черского. Объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный. Как отметил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, в прошлом году силами Ространсмодернизации досрочно были завершены работы в аэропортах Белая гора, Сангар, Хандыга и Депутатский. Реконструкция ВПП в аэропорту Якутска находится в высокой степени готовности. Этот международный аэропорт – основной транспортный узел Якутии. На его долю приходится более 80% от общего объема перевозок воздушным транспортом в регионе. В Мирнинском районе завершен капитальный ремонт участка трассы А-331 Вилюй. Ранее участок имел переходный тип покрытия. В рамках проведенных работ специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 километров с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, провели работы по обустройству трассы. Установили 3 водопропускные трубы, 1388 погонных метров барьерного ограждения и 36 новых дорожных знаков. Обустроили стоянку на 7 грузовых машиномест, также нанесли горизонтальную разметку. Проведенный капитальный ремонт позволил обеспечить безопасное и комфортное передвижение, увеличить пропускную способность участка и ликвидировать проблему запыленности на дороге. Участок капитального ремонта автодороги Вилюй составил 10 километров. Первый этап в 5 километров мы сдали осенью прошлого года. Сегодня мы открываем второй участок этой автодороги, еще 5 километров. Дорога выполнена с соблюдением всех норм и требований, всех ГОСТов. Также при строительстве этой автодороги было задействовано порядка более 50 единиц разноплановой высокотехнологичной техники. Также в строительстве автодороги принимали участие более 100 человек в двухсменном режиме. На сегодняшний день мы открыли очередные 10 километров, тем самым увеличив протяженность асфальтобетонного покрытия до 20 километров, выполненная нашей компанией за последние 3 года. В Якутске началась реконструкция площади Ленина. Так, вокруг уже установлено ограждение. Сегодня подрядная организация приступила к демонтажу старых покрытий. Тему продолжит Мария Кардашевская. Уже совсем скоро площадь, которую якутяне привыкли видеть в концепции еще 50-х годов прошлого столетия, преобразится и обретет новые краски. При этом новый облик доминанты в архитектурном ансамбле города будет отражать национальный колорит. Основная концепция, конечно, данного проекта – это
будем так говорить, сохранение, объединение архитектурного ансамбля, таких символических образов эпоса Ван-Хо. И, конечно, автор проекта максимально сохранил основную цель площади. Она все-таки является у нас главной площадью республики. На территории площади будут размещены 12 столбов в виде СРГ. Будет фонтан, очень сложная система фонтана. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам. В первую очередь убираются старые плиты, бордюрный камень, асфальтобетонное покрытие. Также снимаются малые архитектурные формы. Идет процесс передачи существующего имущества в службу эксплуатационно-технического обеспечения. То есть скамейки, освещение, все, что на площади находится лишнее. Ограждение будем устанавливать с начала октября и планируем к началу ноября уже полностью оградиться капитальным ограждением. На этот год только демонтажные работы запланированы. Все остальное уже, когда температурный режим в 2024 году позволит, уже начнутся основной этап строительства, земляные работы. Срок полного завершения реконструкции предварительно установлен к окончанию следующего лета. Однако подрядчик не исключает и возможности уложиться к началу международных спортивных игр «Дети Азии». А это значит, возможно, уже следующим летом у горожан появится совершенно новое, современное и уютное место для комфортного отдыха. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. По всей России прошли мероприятия по открытию психолого-педагогических классов. В Якутске их открыли в средних образовательных школах номер 10 и 20 под кураторством Якутского педагогического колледжа. Цель открытия данных классов – подготовить будущих выпускников к профессии педагога. Даже если выпускники не поступают по педагогическому направлению, им даются углубленные курсы психологии и коммуникации. Это направление разворачивается в рамках проекта «Школа Министерства просвещения России». Наши дети ежегодно поступают в институты по направлению и по специальности. То есть сказать, что это не случается, я не могу. И причем поступают на целевые бюджетные места: Екатеринбург, Санкт-Петербург, московские вузы. И каждый год это происходит все больше и больше. Если ранее это было 3-5 человек, то теперь 7-9. Мы считаем, что это неплохие показатели для средней общеобразовательной школы. В Якутске состоялся форум предпринимателей «Якутия. Мой бизнес-2023». Он объединяет целеустремленных и активных предпринимателей со всех уголков республики. Участников в течение нескольких дней ждет еще насыщенная деловая программа. С ней подробнее ознакомилась моя коллега Даяна Федорова. В креативном кластере «Квартал труда» проходит мероприятие, приуроченное ко Дню предпринимателей Якутии. На форуме прошли 35 площадок разного формата. Различные круглые столы, панельные сессии, дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары от ведущих спикеров. Первый день форума собрал более 500 участников со всей республики. Форум у нас проводится традиционно в рамках проведения Дня предпринимателей Республики Саха-Якутия. Он у нас отмечается ежегодно в 4 воскресенье сентября. Вчера в нулевой день, допустим, у нас проводился форум семейного предпринимательства. С понедельника у нас идет образовательный проект «Малый бизнес для большой семьи». А сегодня начали работу основные площадки форума. Очень много интересных площадок по туризму. То есть далее у нас будут площадки отраслевые, допустим, это по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. На форуме принимают участие приглашенные гости из Москвы и Владивостока. Игорь Фурман – эксперт в области ресторанного управления, родом из Якутии. Он выступил главным хедлайнером первого семинара интенсива для предпринимателей общественного питания. По мнению Игоря Фурмана, главная проблема общепита Якутии – кадровый голод. Сегодняшнее мероприятие посвящено большой этой проблеме, о которой все говорят, кадрового голода. Будем говорить про адаптацию сотрудников, про то, как сделать их счастливыми, чтобы они не увольнялись и не приходилось никого искать. С предпринимателями мы ищем общие решения, которые позволят нам увеличить престиж профессии ресторанных, официантов, поваров, барменов, все, что есть в ресторанах. И ищем какие-то общие пути к его достижению, потому что без создания комьюнити ресторанного сложно. Тут только совместными усилиями можно эту сферу возвысить и добиться того результата, о котором все говорят. Это укомплектованные рестораны, обученные сотрудники, довольные гости.
Форум дает участникам возможность узнать тренды в сфере развития бизнеса и инструменты для продвижения своего дела. Также мероприятие стало платформой для общения и новых деловых знакомств. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. На базе Малой академии наук стартовал заключительный этап республиканского кадрового конкурса «Якутия вперед». В финал прошли 104 участника из 23 районов республики. Из них только 25 будут рекомендованы в управленческий кадровый резерв региона. Как пройдет финал конкурса, узнавала Виолетта Засимова. Кадровый конкурс «Якутия вперед» пришел на смену предыдущим региональным конкурсам по подбору управленческих кадров «Министр» и «Таланты Якутии». Нынешний конкурс имеет иной формат, а финалисты – сплошь трудоустроенные люди, средний возраст которых 35-40 лет. Часть из них уже с управленческим стажем. Здесь присутствуют люди, во-первых, со всех республики и разных уровней муниципальной власти, государственного, отраслевых направлений. И поучаствовать в таком конкурсе в финале – это уже победа. О том, что нынешний состав финалистов один из наиболее подготовленных за всю историю проведения кадрового конкурса, отметил во время торжественного открытия министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев. Мы посмотрели, изучили ваши резюме, скажем так, и на самом деле вот из всех, кто выступал ранее, это один из наиболее подготовленных составов. Я сам тоже принимал участие в игре «Министр», принимал участие в «Якутии вперед», принимал участие в деловой игре «Мэр». Вдвойне ответственно выступать перед таким сильным составом. В течение 3 дней заключительного этапа участники пройдут ряд образовательных и развивающих мероприятий, а также командных активностей, где проявят свои личные и профессиональные компетенции. В это время за ними будет наблюдать специальная оценочная команда. Да, они наблюдают, да, и, конечно, отмечают, как повел себя в той или иной ситуации человек, да, как он там в стрессовой ситуации общается с коллегами, там, принимает решения в условиях ограниченного, сжатого периода времени. Ну, то есть разные управленческие ситуации попадают участники и, соответственно, проявление их уже участия. Сколько таких оценщиков будет? У нас всего 16 оценщиков. Это часть России. Да, часть федеральная, часть наши местные. На основе наблюдения оценочной команды будет сформирован список из 25 человек, которые войдут в управленческий кадровый резерв Якутии. Также 3 лучших финалистов наградят ценными призами, а каждый участник конкурса получит индивидуальный отчет с рекомендациями по саморазвитию от региональных и федеральных экспертов. Итоги кадрового конкурса будут известны в субботу, 23 сентября. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Среднее профессиональное образование в Ленске становится все более востребованным. Ежегодно в Ленский технологический техникум выстраиваются очереди девятиклассников. Большая их часть предпочитает поступить в колледжи вместо того, чтобы продолжить учебу в школе. Подробности в материале наших ленских коллег. Сегодня среднее специальное образование в Ленском районе можно получить только в технологическом техникуме. Ежегодно желающих поступить в образовательное учреждение больше, чем имеющихся учебных мест. Несмотря на то, что только в прошлом году техникум переехал в новое просторное помещение, места здесь ребятам уже не хватает. Некоторые учебные кабинеты разделили на 2 зоны обучения. Сегодня в технологическом техникуме обучается 386 ребят. Каждый год открываются новые специальности. Список их уже достаточно велик. Мы обучаем как раз таки для нефтегазовых компаний, по таким профессиям, как мастер магистральных трубопроводов, машинист технологических насосов и компрессоров, электроснабжение. Это одна из востребованных профессий на сегодняшний день, потому что она нужна по всем предприятиям. Нефтегазовое дело тоже, скажем так, востребованная профессия. Перечисленные профессии на сегодняшний день более востребованы. В списке также инженер по пожарной безопасности и техник-судомеханик. Для девочек – педагог и делопроизводитель. Мне все очень нравится. В техникуме достаточно комфортно. И преподают понятно для меня. Мне нравится учить детей и взаимодействовать с ними. Николай Солонарь тоже учится на педагога. Признается, что с детства мечтал стать воспитателем. У меня был выбор. Либо делопроизводитель, либо дошкольное образование. Делопроизводитель как-то мне не понравился, я поэтому выбрал дошкольное образование, чтобы работать с детьми, посвятить свою жизнь работе в образовании.
Проходят практику будущие педагоги в детских садах города. Остальные студенты на крупных нефтегазовых предприятиях, осуществляющие свою деятельность на территории нашего района. С крупными компаниями на сегодняшний день я рада того, что мы сотрудничаем. Это Трансгазтомск компания, Транснефть, Тасюряхнефтегазодобыча. Ну и, конечно же, Алроса наша, да, потому что наши студенты тоже там проходят практику. Ну и с такими компаниями, как ЛПТС, ЖКХ, там, да, с нашими предпринимателями. На следующий год мы сейчас ведем переговоры с компанией «Интерраум». Приходил ко мне генеральный директор этой компании. И для них, возможно, будем открывать тоже новые специальности. Сегодня студенты ждут открытия новых мастерских. Оборудование уже в пути. Они будут располагаться в бывшем учебном здании. Нет, к сожалению, у техникума собственного спортзала. Пока уроки физической культуры проходят в спортзале ДЮСШ. Он находится в 5 минутах ходьбы от техникума. Вообще очень хорошо, но было бы лучше, если бы у нас в техникуме был свой спортзал, потому что идти до ДЮСШ с техникума – это не очень удобно, потому что еще и холодно бывает. Выпускники техникума сегодня очень востребованы. Практически все они после окончания учебного заведения уже имеют место работы. Предприятия, где они проходили практику, с удовольствием забирают к себе готовых специалистов рабочих профессий. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Дни Эрмитажа впервые пройдут в Национальном художественном музее республики в октябре этого года. В рамках проекта запланирован ряд мероприятий, основных из которых станет открытие выставки «Часы эпохи» из собрания Государственного Эрмитажа. В рамках мероприятия организуют лектории, экскурсии по выставке с куратором от Государственного Эрмитажа, VR-кинотеатр с показом фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» и демонстрации VR-модели одного из музейных залов – зала Юпитера. Для профессионального музейного сообщества состоится семинар, освещающий комплекс вопросов учетно-хранительской и реставрационной деятельности музеев. Ну а тем временем Саха-театр откроет новый сезон гастрольным туром. Новый 118-й сезон артисты Академического театра встретят в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе. Сначала коллектив театра посетит Хабаровский край, затем выступит на сценах в Республике Бурятия. Труппа представит постановки «А летет уходит в горы», «Король Лир», «Лес» и «Глухой Вилюй». Вернувшись, будут отмечать юбилей народных писателей Николая Лугинова и Дмитрия Наумова. В целом, 118-й сезон будет посвящен современным писателям, поэтому нынешние постановки будут по произведениям молодых писателей. А потом, вернувшись, мы здесь будем отмечать юбилеи наших народных писателей Николая Алексеевича Лугинова и Дмитрия Наумова. В целом, наш сезон посвящен современным писателям. И мы будем ставить пьесы молодых и современников писателей. В Якутске стартовал чемпионат по северному многоборью среди федеральных округов. Сами соревнования носят лично-командный характер. В составе каждой из команд по 11 человек, 5 женщин и 6 мужчин. Всего в мероприятии принимают участие более 30 спортсменов. Они пройдут по 5 видам спорта. В программе «Северный тройной прыжок», бег с палкой по пересеченной местности, метание топора на дальность, метание аркана на хорей и прыжки через нарты. По итогам выявят лучших по видам спорта, сумме многоборья и в командном зачете. В 2019 году я последний год занимался также северным многоборьем. И после 2019 года я пошел на тренер-преподавателем, стал ребят тренировать по северному многоборью. И вот до сегодняшнего дня вот езжу везде, где соревнования, туда и мы едем выступать на северном многоборье. Пока организации в хорошем уровне, только начинается соревнование, но я думаю, все будет хорошо. По программе проведения экологической акции «Оберегай природу» Верхневилюйск посетила команда экологического центра «Акал-Роса». Встреча с ними прошла в школе номер 4 имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова. С подробностями Валерия Золотарева. Заместитель гендиректора «Алроса» Дечковский. Ведущий инженер по охране окружающей среды Евгений Никитин провел классный час на тему экологической сознательности и познавательную викторину для учеников 9-10 классов школы номер 4 имени Дмитрия Спиридонова в Верхневилюйске. Она направлена в целях популяризации и просвещения по вопросам экологии для подрастающего поколения. В рамках этой акции мы провели классный час, рассказали об работе экологов нашей компании, какие есть природоохранные мероприятия, подарили сувенирную продукцию и переносные мини-лаборатории.
для того, чтобы дети совместно с учителями могли делать различные исследования. Дети слушали внимательно и с интересом, принимали активное участие в беседе, им всем вручили памятные подарки. Также ребятам показали мультфильмы из книги «Колодец сказок», герои которых рассказали, как важно беречь природу. Сегодня нам рассказали очень познавательное видео, показали про природу, как нужно ее охранять, как ее оберегать, не портить природу и собирать мусор. Самая большая рыба в океане. Китовая акула, белая акула или кит? Эта акция нашла положительный отклик не только среди школьников, участников, но и среди жителей других сел. И наблюдая, как дети занимаются субботником на территории реки Вилюй, берега реки Вилюй, они тоже взрослые, тоже подключаются к этой акции. После классного часа все участники акции выехали на совместную уборку берега реки Вилюй. Весь собранный мусор сразу вывозится на полигон. Так ребята участвуют в добром деле по сохранению экологии родного Улуса. Акция экологического центра «Алроса» помогает подрастающему поколению бережно относиться к природе, любить и уважать свой край. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Жительница Абыйского района Якутии уже который год выращивает экзотическую для арктического района ягоду – арбуз. В этом году многодетная мама Изабелла Садовникова решила поэкспериментировать и посадила необычный сорт. А ее сын даже пишет об этом научную работу. Огородница впервые вырастила желтые арбузы, чем вызвало у якутян удивление. Хотя, как говорит Изабелла, желтый арбуз весьма популярный в стране сорт. На этом у нас все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.